Доброго дня вам, я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. В прошлом выпуске мы рассказывали о репрессированных курдах, живущих на юге Кыргызстана, в городе Ош и в близлежащих селах и поселках. Сегодня мы продолжаем эту тему. Село Мады находится примерно в 12 километрах от города Ош. Преимущественное население – кыргызы, узбеки, турки, татары, курды и другие нации. Курдов здесь проживает 15 семей, 93 человека. В одном из домов мы нашли очевидцев той страшной трагедии репрессий 1944 года. Наши родители жили на Кавказе. Пришли и сообщили, что война идет и нас будут выселять. Это был 1944 год. В этом году я и родилась. Меня зовут Гулямбар. Грудным ребенком я сюда попала. Нас было 3 девочки и 4 мальчика. Все они родились здесь, только я оттуда. Моего отца звали Алиев Нажиб Мустафаевич, 1914 года рождения, а мать Алиева Сусумбар Мустафаевна, 1918 года рождения. Наш народ погрузили в вагоны для скота и повезли в Среднюю Азию. Ехали мы 17 суток. По словам старших, кто умирал, того выкидывали с вагона. Многие тогда погибли. Когда нас привезли, наш народ разбросали по нескольким государствам. Местное население, узбеки и киргизы нам очень помогли, хоть мы и не знали их языка. Сама я мать-героиня, есть медаль. У меня 11 детей, есть внуки и правнуки. Моя семья интернациональная. Одна моя сноха киргизка, одна узбечка, еще одна турчанка. И курдянка тоже есть. Они все хорошие, за мной ухаживают. Мой муж умер на 78-м году жизни. Мы, курды, выросли здесь, среди узбеков и киргизов, деля один хлеб. Мы здесь стали, как один народ. Спасибо узбекам и киргизам. Пусть процветает Средняя Азия и весь мир. А курдам других стран я передаю приветствие и пожелания мира. Пусть нас никогда не забывают, и мы их не забудем. Напомню, что мы находимся на юге Кыргызстана в селе Мады. На этой же улице мы нашли еще одного очевидца репрессий 1944 года. Это Дурсунов Дуньямали, 1937 года рождения. К сожалению, мужчина ничего не смог нам рассказать, так как состарился и ничего уже не слышит. Позже мы узнали, что он скончался.